Открывая еженедельное совещание в правительстве, Магомед Евлоев отметил, что всем профильным министерствам и ведомствам необходимо с особой ответственностью подойти к предстоящей 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Ингушетии, как и по всей стране, 9 мая пройдет ряд мероприятий. Города и районы республики готовятся. Украшены улицы, развешаны баннеры, установлены тематические конструкции, расписана концертная программа и не только. Все готовимся, все усилия, все мероприятия направлены к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому прошу тот темп, который мы набрали по ходу этих нескольких месяцев, придерживаться, пока праздничные мероприятия не закончатся. Все работаем в режиме круглосуточно. Магомед Евлоев затронул и тему пожара, который произошел на рынке в Сунже. Пламя охватило свыше 1000 квадратных метров. На борьбу с огнем привлекли более полусотни специалистов и 20 единиц техники. На место ЧП выезжал лично глава республики Махмуд Али Калиматов. Вице-премьер отметил, что расследование находится на контроле и все виновные будут наказаны. Муниципалитетам необходимо провести работу по профилактике подобных несчастных случаев. Глава Ингушетии дал по поводу ЧП определенные указания. По этим указаниям, по протоколу мы все будем работать. Но главы муниципальных образований, на территории которых находятся аналогичные рынки, вы все прекрасно должны себе отдавать отчет о том, что вы в том числе будете нести персональную ответственность за ту работу, которую вы своевременно не провели. Точнее, ваши отделы экономики. На примере рынка Сунжа мы все это прекрасно увидели. Далее участники переходят к повестке. До рассмотрения 6 ключевых вопросов. Первый касается реализации в Ингушетии национальных проектов и федеральных программ. По кассовому исполнению находимся в зеленой зоне по двум национальным проектам. Это продолжительная и активная жизнь с кассой 52,6% у нас по республике и 28,8% по Российской Федерации. И национальный проект «Экология» с кассой по республике 53,7%, по Российской Федерации 16,3%. Следующий вопрос – результаты работы групп, созданных в рамках муниципальных комиссий по легализации объектов налогообложения на предмет наличия и применения контрольно-кассовой техники торговыми объектами. В 2024 году мы достигли определенных результатов. Результаты были положительные. Более 1500 лиц у нас зарегистрировали контрольно-кассовые, точнее были выявлены лица, которые не применяют контрольно-кассовую технику. Около 700 из них зарегистрировали эту технику и сейчас уже осуществляют безналичный расчет. Участники совещания обсудили подготовку к проведению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. В этом году на базе 10 школ в Ингушетии будут работать пункты проведения ЕГЭ. Вопросам безопасности, техническому оснащению и подготовке персонала, задействованного в проведении экзаменационной кампании. ЕГЭ стартует в конце мая. Выпускники, которые не справились с основными экзаменами на минимальные баллы для получения аттестата, смогут их пересдать в сентябре в дополнительный период. Далее участники переходят к вопросу о завершении прохождения осенне-зимнего периода в Республике Ингушетия. Планом по подготовке предприятия к предстоящему новому сезону и организации работы по обеспечению водоснабжением населения в летний период. Подробно о том, как налажена работа, рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Ахмед Лалахоев. Единым оператором был заключен лизинговый договор со Сбербанк Лизинг на поставку специальной техники. Это в данном случае самоходные машины в количестве 3 штук, 2 единицы спецтехники, 2 автомашины марки «Газель». В рамках еженедельного совещания также рассмотрели вопрос о ходе проведения весенней призывной кампании и отбора граждан на военную службу по контракту. Лина Сычева, Сулейман Костоев, Магаз 24.